Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 22-летнего жителя Якутска обманул дистанционный мошенник. Полиция отмечает, что молодой человек был активным пользователем сети интернет и был хорошо осведомлен о том, как действуют современные злоумышленники. Однако в реальности дело обстоит не совсем как в комментариях. Выяснилось, что 7 февраля молодой человек в сети интернет разместил объявление о продаже сотового телефона стоимостью 40 тысяч рублей. К нему позвонил потенциальный покупатель. Мужчина назначил встречу продавцу телефона возле торгового центра «Силуэт» и попросил встретиться с его другом. Встреча произошла в назначенный час. Друг покупателя показал молодому человеку скриншот чека и, забрав телефон, ушел. Продавец телефона прождал 3 дня поступления денег, но так и не дождавшись, заявил в полицию. В Якутске ранним утром таксист ограбил пассажира. Пострадавший выпивал в одном из заведений столицы республики и в 6 часу утра поймал машину на улице Федора Попова. Пассажир расплатился онлайн-платежом и вышел из салона. Не успел он отойти от машины, как почувствовал удар по голове и увидел, как водитель, который его подвез, выхватил у него телефон и машина отъехала. Ни марки автомашины, ни грабителя потерпевший хорошо не запомнил из-за своего состояния. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Им оказался 23-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Продолжаем автомобильную тему. В Жиганском районе 20-летний молодой человек задержан за угон из общеобразовательной школы. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Полицейские установили, что он несколько раз проникал в гараж, сломав навесной замок металлическим прутом и, воспользовавшись тем, что ключи были оставлены в замке зажигания, угонял автомобили, катаясь по поселку в ночное время. Затем ставил автомобили в гараж. Один раз таким образом был угнан автомобиль «Патриот», во второй – УАЗ-микроавтобус. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит 5 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован и находится в изоляторе временного содержания. Еще одна школа, на этот раз выступающая в роли ответчика. Одну из школ Аймяконского района обязали оснастить сайт версией для слабовидящих. Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства на интернет-сайте Аймяконской средней общеобразовательной школы не создана версия для слабовидящих, что нарушает права граждан с ограниченными возможностями здоровья на беспрепятственный доступ к информации о деятельности образовательной организации. В целях защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, которое рассмотрено и удовлетворено. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. В Нюрбинском районе Якутии в селе Антоновка двое мужчин совершили кражу из дома, когда хозяева находились внутри. Пострадавшая сообщила, что у нее было украдено 34 килограмма говядины. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Злоумышленники совершили преступление, проникнув на веранду. В тот же день их личности были установлены. Для этого участковый просто проследил их путь по следам на снегу. А оказалось, что к краже продуктов питания у односельчанки причастны двое ранее судимых граждан 38 и 57 лет. Они нигде не работают и, несмотря на дееспособность, предпочитают асоциальный образ жизни. Традиционный труд для села их также не интересует. Мясо, припрятанное злоумышленниками неподалеку от места жительства потерпевшей, изъято и возвращено владелице. В международной повестке в белорусской школе подросток напал с ножом на учительницу по истории и других школьников. Педагог и один из учеников скончались, рассказывает Алена Островская. Вооруженный ножом 15-летний подросток в понедельник напал на учительницу и школьников в городе Столбцы Минской области. Погибли двое. Происходило это примерно около 7:40. Позже вернулся в класс, нанес учительнице ножевое ранение. За учительницу вступились двое одноклассников, они получили тоже ранение. Учитель, к сожалению, на месте происшествия скончался. Двое ребят этого же класса, они в настоящее время госпитализированы. Подросток выбежал из класса и зашел в соседний. Также нанес одно смертельное ранение учащемуся 2001 года рождения. Юношу задержали. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Прибыл в школу. На этом пока все. Берегите себя.